Ты всегда призываешь к единству с русскими. Они наши главные враги. Нет, ребята. Наши главные враги не русские. Наши главные враги внутри нас. Вот, внутри нас это главные враги. Поэтому, а то, что русские захватывали, там, ну это, я уже говорил об этом, но приходится повторяться. То, что было между нами, между русскими и чеченцами, это историческая закономерность. Большие и сильные народы всегда поглощают малый народ. Такова мировая история, понимаете? Иначе не бывает. Французы уж насколько продвинулись они в области гуманитарной, философской там, и так далее, человеческой даже. И то французы долгое время имели колонии, захватывали, тоже убивали, проявляли жестокость к алжирцам, марокканцам. То же самое англичане там расстреливали сипаев. В общем, это все делали, испанцы делали, даже малюсенькие бельгийцы делали, когда они были сильны. У них в Африке были огромные территории. Бельгийская Конго там и так далее. Это закономерность историческая. Мы, чеченцы, оказались под колесами истории просто, понимаете? А сами русские, это великолепные люди, это добрые. Уж насколько их пытаются фашизировать, вот, они не фашизируются, понимаете? Среди русских можно жить вольготно. Главное, не делай им зла, и они будут тебе всегда добры. Вот я среди русских прожил полжизни. И жил там припеваючи, между прочим. Вот, ко мне русские относились с большим уважением, потому что я им, когда мог, помогал, там, когда я нуждался, они мне помогали. Человеческие отношения были нормальные. И сейчас тысячи, сотни тысяч чеченцев живут по всей России, живут припеваючи. Вот, поэтому, а судьба у нас одна. Ведь у нас общие враги, общие беды и у русских, и у чеченцев. Вот, и русских, и чеченцев угнетают одни и те же кровососы, понимаете? И от этих кровососов мы, чеченцы, например, можем избавиться только в плотном союзе с русскими. Если каким-то образом будут уничтожены русские, вот, мы, чеченцы, будем уничтожены в миг, буквально. Миг. Вот мы без русских ничто. Вот как, не обижайтесь, чеченцы. Мы, конечно, там сильный народ, там 5-10, там все, но без русских, украинцев, белорусов, без этого славянского острова мы, чеченцы, ноль. Зеро. Вот. Поймите это. Вот. Это надо понять и русским, и нам, чеченцам, и всем остальным. Нам все оставшееся время надо жить сквозь годы мчась в мире, в союзе, и вместе бороться за наше будущее. Вместе выжить. Мы или вместе выживем, или вместе сдохнем. Нас скоро тестируют, потом вакцинируют, потом чипизируют, как на ферме скот. Вот, и, в общем, ждет нас такая участь без русских. Поэтому нельзя русских ненавидеть, чеченцы. Я вас призываю кровно. Я знаю, что я говорю. Русских надо уважать, жалеть и быть вместе с ними. Это великолепный народ. Это, я вам скажу, без ложной, без всякого привлечения, это самый хороший народ. Я вам говорю, вот, их тут комар делает на меня покушение. Совершает, вернее, покушение. Как не пытаются русских фашизировать вот все эти столетия со времен Петра, вот русский народ не фашизируется. Вы понимаете, насколько у них запас добра велик вот в этом русском народе. Вот Гитлер смог за 6 лет фашизировать свой народ. Там были, конечно, объективные исторические условия там, и так далее. Но эти же похлеще условия были и в
России. Но, тем не менее, русские не фашизировались, а немцы фашизировались. Понимаете? Поэтому давайте этот вопрос закроем навсегда. Русские наши братья. Почему Россия... Ну, а вы спрашиваете, почему я про Россию говорю? Ну, это потому, что они вас убивали. Я не хочу, чтобы русские об этом забывали. После вас они пошли в Грузию. После в Грузии они пошли в Крым, Донбасс. Потом пошли в Сирию. Русские не виноваты. Им приказали убить нас. Они убивают нас, воевают против нас. Кто приказал? Понимаете? Русским приказал русские. Это прикольно, да? Русским приказал. приказали Посмотри. русские. Смотрите, Угу. вот вы обычный, возьмем пример. Вот вы обычный рядовой, да? Допустим, например. Угу. И вам сверху говорят... Да, что у нас делать. Приказ. была в России женщина Новодворская, ее звали, журналистка. Она выходила с плакатами в Москву. Каждый уважающий себя военный, ну, курсант или кто, военный, солдат, обязан не выполнять приказ командующего. То есть если ты любишь Россию, ты не должен выполнять преступные приказы. Это и есть любовь к родине, когда ты понимаешь, где преступный приказ и где непреступный. У меня в Америке преступный президент. Преступный президент. И он хочет атаковать Канаду. Если военные Америки послушают его и пойдут наступать на Канаду, значит, они предадут Конституцию Америки. Потому что Трамп должен уйти, его посадить даже в тюрьму. Ни один солдат не должен слушаться приказа Трампа. Потому что самое главное в нашей стране это Конституция, а не Трамп. Понимаете? Поэтому то же самое. Если в России есть Конституция, любой военный должен знать, что такое Конституция, что такое мнение президента. Президента можно убрать. У нас же Горбачева убрали? Убрали. У нас царя убрали? Убрали. У нас и Путина уберут. Вот в Украине видели, Януковича убрали. Потому что самое главное это Конституция. И Конституция никогда не говорит нападай на другую страну. Нет такой Конституции, которая говорит, так, ребята, мы расширяемся раз в 8 лет. Понимаете? Поэтому если в России есть военные, у них есть Конституция. И Конституция говорит защищать свои границы. А границы у них ушли куда-то. Поэтому на той территории у них уже нет никакой защиты. Там защищают границу Украины. И когда они к вам пришли, они не пришли защищать свою родину, правильно? Это были преступные приказы, нужно было снять Ельцина. Мы живем в реальном мире. Почему? Так я и говорю, Януковича сняли, Горбачева сняли. Правильно? Если тебе дают приказ, и ты ослушаешься этого Так приказа... посмотрите, у нас в Советском Союзе был Горбачев. Он дал один приказ. Пришел Ельцин, дал другой. Было два президента, один еще не пришел, а другой еще не ушел. И они оба давали приказ. И армия то туда бегала, то сюда. Два президента, два приказа. Прикольно, прикиньте. А в это время люди сидели у телевизоров и думали, кто победит, Горбачев или Ельцин. Не надо слушать приказы. Ельцин преступник, и Путин преступник. И Кадыров у вас тоже... Путин не преступник. Конечно, преступник. Он начал вторую чеченскую. У вас в Чечне война закончилась в 96 году. И Ельцин извинился перед чеченским народом, между прочим. Извинился. А Путин начал вторую. Ну, как вы можете сказать, он еще хуже Ельцина. Ельцин хотя бы закончил войну, забрал войска и извинился, и ушел с поста президента. А что Путин сделал? Начал войну и не закончил, и не забрал войска. Вы вон сбили, получается, азербайджанский самолет, и никто не несет ответственности. А Азербайджан начал вон судебное дело против России. Вы стреляли по мирному самолету. Азербайджанской линии. Там погиб 38 человек. И погиб мальчик вашего возраста, футболист. Или баскетболист, я не помню. Начинающая жизнь погибла. Причем он погиб страшно. По нему стреляли, пока он летел. Потом он летел через Каспийское море и горел. А потом приземлился, тоже сгорел. Мальчик сгорел. Летя в своем самолете со своей мамой. Чеченцы не сбивали. А зачем Зеленского? Зеленского сейчас украинцы с ним разговаривают. Наоборот, из-за Зеленского люди умирают. Почему люди... виноват Зеленский, что люди умирают? Может быть, виноват Зеленский... мог нормально переговоры вести. Я уже вижу, как у вас Кадыров ведет переговоры. Я понимаю, охуеть. Вы сбили самолет, получается, прекрасные переговоры.
Вы сбили самолет. И даже не дали им посадку. Сбили и не дали им сесть. Там было 6 аэропортов. Самолет мог бы просто тупо сесть, и все были бы живы. Вы могли бы сбить и дать людям всем выйти с самолета. Нихуя. И вы хотите, чтобы Зеленский так же делал? Да? Чтобы с территории Украины бомбили самолеты и потом куда-то гнали их через какое-то там Черное море? Путин хотя бы не уничтожает свой народ. Путин уничтожает все Не народы. уничтожает. Благодаря Ну, у этому него же он миллион защищает русских свой погибло. народ. У него миллион русских погибло даже не на своей земле, а в Украине. А до этого, наверное, там еще 200 тысяч погибло в Чечне. Вы же сколько убили русских в Чечне? Мы? Да. Когда война была, Так а когда она закончилась у вас? Вторая чеченская когда закончилась? когда с поста ушел Джохар Дудаев, починил УГИ. Дудаев не относится ко второй чеченской. Так смотри, Когда у вас закончилась вторая чеченская? а? Когда у вас закончилась вторая чеченская война? Я насчет этого не интересовался. А какие даты первой чеченской? Я ведь тебе еще раз говорю, точнее вам, я не интересуюсь войной. Это ваши... А сколько детей у вас погибло в первой чеченской? Детей много погибло. А как они гибли? Ладно. А Путин хотя бы... А как они представим, гибли? Расскажите, как мирных гибли? А про Семашки знаете, да? Про село Семашки. Я там живу. Я живу в Самашке. Вы живете в Самашках, ну, расскажите, что произошло. По-моему, это был апрель, типа 12 или 10 апреля 95-го года. Ее полностью разрушили. Убили почти всех живущих в нем жителей. Как их убили? М? Как их убили? Когда русские хотели захватить Грозное, они переходили через село Самашки и начали бомбить Самашки. Не знаю, это прекрасно. А люди прятались? А? Люди прятались в подвале? Люди воевали. Мирные, допустим, старые люди и женщины прятались, а вот мужчины воевали. Мужчины воевали. Хоть у них не было оружия, но все равно они противостояли русским. Первую войну мы выиграли. Да, вы выиграли первую чеченскую, да. Я вас поздравляю. Маленькая страна выиграла у большой недостраны. Вот скажите, что она к вам поперлась? Когда Джохар Дудаев хотел сделать Ичкерию независимой, они не хотели сделать... Ну, смотрите, Казахстан независим, нормально, никто не бомбил. Беларусь независима, никто не бомбит. А знаешь почему? Когда Советский Союз развалился, это было где-то в 1992 году, если я не ошибаюсь. 91 декабрь. Угу. Декабрь 91. Тогда страны начали типа... А вы что-то знаете про депортацию ингушей и чеченцев? 23... Знаю. Какого числа? Вот я вот об этом говорю, что Путин хотя бы нас не депортировал. Я выбачаюсь, мальчик, вы благодарны Путину за то, что он вас не депортирует. Вы серьезно? Путин, наоборот, чинит Чечню, города он чинит, допустим, Москва. Послушайте, это ваша нефть. Вы сами себя чините. Это вам кажется, что он вас чинит. Это на ваши деньги он вас чинит. Это ваша нефть. Он вашими деньгами вас же и чинит. И вашими деньгами, вашими сыновьями сейчас воюют в Украине. У вас что, мало погибло ребят? Все равно каждый должен защищать свою страну. У вас страна хотела отделиться. Ваша страна погибала в каждой деревне. Приходили русские и зачищали подвалы, убивали женщин, насиловали, убивали детей. Вывозили ваше имущество в Россию, снимали на видео, били этих стариков. Потом чеченцы приезжали, вы знаете что-нибудь про Нордост, нет? Нет. В Москве проходил, по-моему, 2000
2000 год, наверное, 2001, проходил спектакль в Москве в театре, назывался «Нордост». Или спектакль, или театр назывался «Нордост». Там было около 1000 зрителей. Туда приехало 50 чеченских, ну, как говорили, боевиков. Ну, там были женщины. У них было единственное требование – вывести российские войска из Чечни. А у них было оружие, но они не применили оружие к мирным зрителям. Они никак не расстреляли никого, ничего. Путин запустил химический газ во весь зал. Вот был огромный зал. Там были актеры, были работники, дети, бабушки. Ну, 1000 человек пришло. Это большой спектакль. Москва. Он всех отравил. Всех А отравил. где доказательства? Не, посмотрите, на Нордост. Могу вам сейчас показать. Погибло, не знаю, официально, наверное, несколько, не знаю, десятков или, может, 100 с чем-то человек погибло моментально. А остальные получили какие-то травмы несовместимые, ну, как бы, они стали инвалидами. У кого-то пропала память, у кого-то у сердечников сердце, с проблемой сердца. То есть то, что болело раньше, увеличилось. Вот. И людей развезли по разным больницам. То есть те, кто был внутри, они потом даже, ну, они же не взяли у всех телефон. Тогда еще в 2000 году сотовых телефонов не было. И, в общем, их развезли по больницам, но врачи не получили название химического газа. И они не знали, как лечить. Потому что какие-то странные заболевания пошли. Артриты, пропажа памяти. Кто-то оглох, кто-то ослеп. И, в общем, короче, это все, и нельзя было судить Путина, как это все, это было, ну, ФСБшники проверяли. Некоторые из Нордоста поехали потом в Европейский суд, и через Европейский суд получили выплаты. Но не все поехали. Многие люди боялись об этом говорить. Ну вот, и все эти... А что просили чеченцы? Они же не просили ничего такого странного. Они сказали, вывезите войска из Чечни, все. Это были самые смелые люди, я их уважаю. Они все были убиты. Они перед смертью могли бы перестрелять русских. Имели полное право перестрелять русских. Они знали, что ну, сейчас вот будет газ, да, и через какое-то время зайдут ФСБшники и их убьют. Там были женщины. И никто из них не убил русского ребенка. Зрители не боялись чеченцев. Они боялись, когда начался этот газ запускаться, и они начали задыхаться. У них не было ни газовых, ну, этих противогазов, ничего. И когда стали вывозить этих детей клали под взрослых. Просто вот лежали много-много взрослых, и где-то внизу под этими трупами лежал какой-то еще дышащий ребенок, весь в блевотине. Это был ужас. Химический газ. Вот как Гитлер травил евреев, да, в газовых камерах, да, так вот Путин применил на собственных жителях химический газ. Это вам не родина. Ваша родина — это те вот боевики, которые приехали в Москву и требовали вывести войска. Вот что ваша родина. Это ваши чеченцы, которые требовали, чтобы Россия вывела войска. Ни на какой родине. Грузины не хотят россиян видеть у себя на родине. Украинцы не хотят у себя россиян видеть. Поверьте мне, и казахи не хотят у себя видеть. И, не знаю, там, белорусы не хотят видеть. Никто не хочет нигде видеть российскую армию. Понимаете? Вы хотели независимость получать, будьте независимы. У вас нефть, вам на Россия нахуй не нужна. Вам нужно рожать больше детей, чтобы вас стало опять много. Вас депортировали, вам не разрешали возвращаться там 30, 40, 50 лет, и вы теперь благодарны Путину, что он вас опять не депортирует. Вы что, ёбнуты, что ли? Как можно благодарить, что меня... Ну, получается, давайте я буду благодарить Америку, что она опять не делает из чернокожих людей рабов. Какой человек такое скажет? Получается, должен подойти черный ко мне и сказать, какое счастье, что я не ваш раб, что ли? Ну, это же какое убогое мышление. Вы должны Путина проклинать. Он вас уничтожает, он не дает вам дышать. У вас какие-то ебаные ебучие российские флаги. Российские флаги вас уничтожали, убивали, гранатами взрывали в Самашках. А вы говорите слава Путину. Ну, во-первых, вы за Украину, да, сейчас? Я против Путина. А если вы против Путина, тогда почему не идете воевать против России? Против Путина. А Путин же там главный. А зачем мне воевать с Путиным? Пусть русские воюют с Путиным. А потом, хорошо? Путин не моя проблема, Путин не ваша проблема, Путин не американская проблема и не украинская. Путин — это проблема русских. Они сняли Горбачева, сняли, пусть Путина снимут.
Они же сняли Горбачева без моего этого. Какая-то, помните, Пригожин шоу? Пусть найдут себе нового Пригожина. Вот и все. Марш справедливости. Поверьте мне, русских заебал Путин точно так же, как и всех остальных. 1 миллион погибло. Больше всех на этой планете погибло русских. А если вы ненавидите Путина, да? Вы же Русские тоже ненавидят Путина. Вы знаете, сколько русских уехало из России? Знаете? Русские в 22 году посыпали из России. Некоторые в 14-м уехали. Некоторые, вот я уехала в 99-м. Из России уезжают нормальные люди. Уезжают. Они там создают какие-то партии против там Путина, после чего. Ну, раньше можно было проводить всякие антиправительственные демонстрации в 90-е в России. Сейчас Путин эту лавочку закрыл. Сейчас ничего нельзя сказать. Это возвращение в Сталин. Вы говорите спасибо, что Путин скоро депортируют. Давайте так. Давайте так. Вот вы мальчик, вам 16 лет, вам 16, вы живете в Самашках, да? А за этот эфир, что вы со мной вышли, да? Вот вы со мной на эфире поговорили, да? Ну, да, представьте, что через там 20 дней вас депортируют. Вот и все. И будете вы опять жить в Кыргызстане. Давайте. Я хочу вам сказать... Что вы мне можете сказать? Вы тупенький мальчик. Что вы мне можете сказать? Мне ваши тупые мысли надоели. Мне ваши тупые мысли... Ваш народ гибнет из-за Москвы уже не одно десятилетие. Даже какое десятилетие? Столетие. Вы знаете что-нибудь про как какой-нибудь там Лермонтов уничтожал чеченцев? Лев Толстой уничтожал чеченцев. Вы знаете об этом? Вас уничтожают уже 250 лет, а вы все время спасибо говорите. У меня очень много русских друзей. Около... Да они завтра вас про это окорочок Буша продадут. Вы о чем? Какие друзья? Они же, да вы же как зашли сюда, с какой мыслью, что русский выполняет приказы, помните? Так вот, ваш друг завтра получит приказ, он вас убьет, прямо вот сюда, быстро, прямо вот в серединочку, между бровями, и все, и вас не будет. А он подойдет, скажет, дружба, ну что я могу сказать, приказ. У вас нету русских друзей, у вас нету, вы не можете русского назвать другом. Можете теперь меня послушать? Ну, зачем? Я говорю, вы тупенькие, зачем я буду слушать? Еще, не дай бог, я ваше видео распространю, еще будут вас другие люди слушать. Вы ничего умного не говорите, кроме как сказали, что в Самашках были чистки, и вас убивали русские. Это все, что вы сказали. Повторите это еще раз. Давайте говорить то, что я хочу слышать. Давайте вы скажете опять. В Самашках были чистки, вас уничтожали русские. Повторите это еще раз. Это в прошлом было. Повторите, иначе я вас удалю. Я хочу это услышать, а потом вы будете говорить что-то другое. Скажите, это самое главное, что вы должны сказать. На каждом эфире вас уничтожали русские в Самашке. Скажите, я из Самашек. Всегда буду гордиться, что я гражданин России. Ты, сука, просто уехал куда-то и пиздишь на Путина. Все, иди понятно. напрямую скажи ему. Да куда же напрямую? Я и так блогер, который... Я горжусь, гражданин России, я горжусь. Вы дебил? У вас родственники в гробах крутятся? Крутится, понимаете? Крутится. Вы сейчас свою нацию просто берете, наверное, берете свой этот половой орган и ссыте на могилы. Прикиньте? А сзади в жопу вставляется хуй, там, не знаю, кого там, Соловьева, Петрова, Иванова, там, не знаю, Хуева. Я имею уже похуй, как называется фамилия Москвы. В вашей жопе хуй Москвы. Как вам такая ситуация, а? И во время, когда вас ебет Москва, и вы ссыте на могилу ваших предков, вы говорите, я люблю Россию. Вы ебанутые. Представьте себе ту бойню, которую строили русские в Самашках. Нахуй я показываю вот эти вот все русский мир в Самашках, когда приходят ко мне чеченцы и говорят, я люблю Россию. Как вы можете не ложиться спать в Самашках и не слышать крики несчастных чеченских, там не только чеченцы были, там, наверное, казахи были, и дагестанцы, и там, не знаю, черкесы, и украинцы, и русские, там были разные люди. И они все погибли. Никто не спрашивал, ты русский? Ага, в сторону. Украинец в сторону. Это гитлеровцы отводили в сторону, если это не еврей. А оттуда Мочилова для всех одинаковая. Как вы можете вообще не слышать эти крики? Давайте я посажу вам, дам тебе билетик в 95-й год. Давайте я вас посажу. Давайте. Я вам даю билетик, знаете, машина времени, пиздячь обратно в 95-й. Переживи, сука, 95-й год. Пришли русские мочить, я говорю, я за русских, так что ли? Блядь, вы меня просто сдавили за какие-то 3 секунды. Я просто охуеваю. Как у вас какой-то талант доводить человека. Возьмете билетик в 95-й год?
Возьмете, и вас будет стрелять русский из автомата, да? А вы будете говорить, я за Россию. Давайте так. А давайте так. Не, ну давайте так. Ну а что? Давайте вы умрете, давайте вы возьмете пулю в грудь и скажете, я прощаю тебя, русский. Давайте так. Скажите, вы возьмете пулю в грудь и скажете, я прощаю тебя, русский. Я хотя бы в Америку не уезжаю, не пишу. Я еще раз говорю, вы можете такое сказать? Я скажу, вы можете такое сказать? Я прощаю русских, если они меня убьют. Слава России, слава России. Значит, вы простили изнасилование всех чеченских женщин. Вы простили. Значит, вы простили изнасилование всех чеченских женщин. А кто изнасиловал чеченских женщин? Русские. Где доказательства? Ну, вы же сказали про Самашки. Чем вам не доказали? А вот русские не поверят, что в Самашках уничтожали чеченцев. Вот и все. Видите, замкнутый круг. Вы не верите, что... Война была. Какая война? Мирные жители сидели в подвалах. Вы что, дебил, что ли? Вы считаете, что Гитлер заходил в подвалах, что ли, людей убивал? Гитлер такого не делал. Гитлер уничтожал евреев. Все. Но не в подвалах он уничтожал, а в каких-то там газовых камерах. Понимаете, он отвозил их. Люди даже не знали, что евреев, они этого не видели. А вас приходили, в подвалах мочили. Всех, кто сидел, тех мочили. Неужели бы вы русскому сказали в лицо, друг, я тебя прощаю, а он тебя в гранату кидает. И вашу маму убивает, и отца, и дедушку, и бабушку. Все те, которые пережили сталинские репрессии и наконец-то вернулись домой, приехали домой, опять русские замочили. Неужели простили бы? Россия изменилась. Как это изменилось? Две чеченские. Представьте, что Гитлер пришел в 41-м, а потом в 51-м. 2 раза. Давайте так. Меня хотя бы за шкирку нельзя и не выкинули Россию. Так, они ваших братьев уже убили. У ваших братьев дети не родились. А у этих детей дети не родились. Нельзя за шкирку и выкинули из России. Ты чё? Ты еще что-то будешь говорить? Тебя за шкирку взяли и выкинули. Почему вы думаете, меня выкинули? Тебя выкинули. Кто меня мог выкинуть? Россия вообще похуй на всех людей. Она никого не приводит и не выкидывает. Она такая сама по себе плывет. Люди сами выходят из страны. Тебя Россия взяла за шкирку. Она обо мне ничего не знает, Россия. Прям под жопу и выкинула тебя. Россия похуй на меня и на вас. Вы можете завтра уехать, она не заметит. На тебя любому будет похуй. Ты себя в зеркале ей на всех похуй. Ты себя в зеркале видела. Вы сейчас на русского похожи. А? Ты себя хотя бы видела. Вы сейчас звучите не как чеченец. А? Ты себя видела. Я еще раз говорю, вы звучите как не чеченец. Чеченец так не будет разговаривать с женщиной. Я живу в России, это моя страна. Это вы не живете в России, вы живете в Самашках. А Самашки это Ичкерия. Я тебе паспорт покажу, где написано. Вы оккупированы с 2000 года. Вы оккупированы. Да похуй, что там написано. На сале написано. Читайте меньше по-русски. Вы хоть свой язык знаете, чеченский? Я гражданин России. Я живу У в вас России. кровь должна бурлить чеченская, своя. История своя. У вас история что говорит? Что вам Россия дала за последние 300 лет? А? Что вам Россия дала за последние 300 лет? Россия починила эту. Ингушетию починила, Чечню починила. Да. Ты видела Грозный? Ты видел Самаши, как они построили? Как вы жили до России? Как вы жили до России? Откуда я знаю? А тогда еще не родился. Мозг для чего дан Аллахом? Не подумай, не, подожди. Мозг для чего? Да надо, копайте, спросите у бабушки. Бабушка вспомнит, что ей бабушка. Наверное, кто-то вам скажет, что вы до России жили хорошо. Вам не нужно было ничего ни чинить, ни налаживать, ни строить. Вы сами жили. Вам не нужны хозяева. Вы гордый чеченский народ с длинной, долгой историей, который 6000 лет. Зачем народу, которому 6000 лет, какой-то трусливый народ, которому 300 лет?
Кстати, скоро Украины не будет. Скоро будет Россия. Давайте я скажу, скоро чеченского народа. Вас там осталось всего 500 тысяч, наверное. Вас не будет. Если вот такие ублюдки, как вы, будете говорить, я за Россию, считайте, что Чечни нет на карте. Есть только Россия на карте. Чечня, Нет. республика. Чечня не страна. Хорошо, вас нет на карте. Как такое, а? Давайте я буду каждый эфир открывать и говорить, Чечни нет на карте. Вам понравится? Давайте. Открой, посмотри. А я буду, вот вы говорите Украину, а я буду каждый эфир открывать и говорить, Чечни нет на карте. Вам понравится? Либо вы забираете свои слова обратно Я про смотрел карты. либо вы Там сейчас четко забираете написано, свои слова обратно, либо вы забираете свои слова обратно про Украину, либо я буду открывать каждый эфир и говорить, Чечни нет на карте. Это несправедливо. Вы желаете другому народу, который сопротивляется России, исчезнуть, значит, я буду все эфиры начинать, Чечни нет на карте. Украинцы вообще не виноваты. У них президент долбоеб. У них воюет не президент. У них воюет не президент. У них воюют люди за свою независимость. Так же, как и вы, чеченцы, воевали за свою независимость. Я тебе еще раз говорю. Зеленский долбоеб. Если он... Я про Зеленского и Джохара Дудаева ничего не говорю. Я про Зеленского и Джохара Дудаева ничего не говорю. У вас чеченцы воевали за свою землю, и украинцы воюют за свою землю. То, что было в прошлом, уже прошло. Живи настоящим, детка. Ну хорошо, ваше прошлое тоже пройдет, и вам никогда не забыть. Я выложу ваш эфир. Вы себе кусок языка придется отрезать. Подойти к ножницам и кусок язычка отрезать. Потому что вы Слава сегодня... России, Я поняла, слава вот за России. это вам нужно отрезать язык. Слава России. Придется отрезать. Слава России. Ну, я и говорю. Слава России. Не забудьте это сказать, когда вам солдат русский кинет гранату в грудь. Умирая, когда вы будете умирать, и видите, как ваша мама валяется рядом, тоже мертвая, сказать это последние слова русскому, слава России. Ему это понравится. Он вас убил, и вы еще за это простили, и еще прославляете его страну. Нормально? Нет. Вы просто раб в Кубе. Я не раб. Раб в Кубе. Только раб может говорить слава России, когда его пиздулит хозяин. А я живу в свободной стране России. Вы уже могли бы жить в свободной стране Ичкерии, если бы Путина не было. Вот, чем вам Ичкерия не нравится? Вот представьте, что вы сегодня ложитесь спать, да, ну, такой припиздулиный, а утром просыпаетесь в свободной стране Ичкерии. Путина нет, и российских войск нет, и Кадырова нет. Что вы, пойдете повеситесь, что ли? Я не повешусь, мне Россия нравится. А ее больше нет в вашей стране, все, вы Ичкерия. Официальный флаг. Российских флагов больше нет, русского языка в школах нет, российских телеграм-каналов нет, ничего нету, только живут ногчи. Всех русских тоже из Чечни убрали, и Кадырова убрали. Все, нету никакого ОМОНа, нету силовиков, ничего нет. Есть просто обычные гражданские люди, которые вдруг поняли, что они независимы от России, никто у них больше ресурсы не забирает. Все, что хотите, то и делайте. Повеситесь. Да. Шутка. Все, я вас вот официально отправляю. Вот вы сказали, да, идите прямо сейчас этим заниматься. Потому что Ичкерия будет свободна, но без вас. Я надеюсь, что как только она будет свободной, вы в этот момент пойдете повесить, что от вас, такого дебила, не рождались дети, понимаете? Вы позор Ичкерии. Фу, мне прям так противно, что я даже на вас посвятила часть своего эфира. Пиздец, я вас выложу. Я хочу, чтобы вот вас слышали, что вы как раз тот антипод нормального ичкерийца.